Посетить бесплатно можно было Чувашский национальный и Чувашский государственный художественные музеи, мемориальный комплекс летчика-космонавта Андриана Николаева. Мы предложили посетить такие выставки, как «Оборонительные рубежи Чувашии. Подвиг в тылу», так как эта тема одна из щепетильных в этом году у нас в Чувашии. Мы вспоминаем о них и говорим об этих участниках. И мы хотели, чтобы более широкий круг людей смог посетить эту выставку и познакомиться с ней. Георгий Богуславский в Чувашском государственном художественном музее не из-за работы. Всей семьей он пришел посмотреть выставку народного художника Праскевити. Вот и QR-код к месту пришелся, отметил Георгий Леонидович. Я ведь вакцинировался не потому, что мне нужно было в музей бесплатно сходить. Я понимал ответственность перед собой, перед окружающими, и поэтому осознанно сделал свой выбор в плане вакцины. А сейчас правительство Чувашской Республики дает мне возможность воспользоваться таким приятным бонусом в рамках бесплатного посещения музея. А вот Михаил Васильев, хоть и попал на выставку, предъявив сертификат вакцинированного, считает, что подобные мероприятия должны быть доступны не только тем, кто привился. Хотелось бы, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, имеет он QR-код или нет, имел доступ к искусству. Потому что это важное нравственное развитие, скажем так, народа и вообще, в принципе, общества. Одни убеждены, что введение QR-кода для мероприятий – хорошее решение. Другие, что такие ограничения не нужны. Но несмотря на противоположные мнения, желающих посетить музеи меньше не стало. Зато стало больше тех, кто теперь не боится за свое здоровье. Екатерина Никитко, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика.